Чашидалек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Индия дала миру наибольшее число специалистов в области логики. Его святейшество Далай-лама на праздновании 89-й годовщины со дня рождения доктора Авула Пакира Джайнулабдина Абдула Калама. Его святейшество Далай-лама поздравил Всемирную продовольственную программу ООН с присуждением ей Нобелевской премии мира. Его святейшество Далай-лама и президент Центральной тибетской администрации пожелали главному министру индийского штата Химачал скорейшего выздоровления. Забота о других равносильна развитию собственного внутреннего мира. Его святейшество Далай-лама по случаю празднования Всемирного дня психического здоровья. Роберт Дестро, новый специальный координатор США по вопросам Тибета. Вебинар о размышлениях его святейшества Далай-ламы и его восхищении деятельностью Европейского Союза. Группа по защите интересов Тибета в Европарламенте подняла вопрос о принудительных трудовых лагерях в Китае. Центральная тибетская администрация скорбит о кончине союзного министра Индии и сторонника Тибета Рама Виласа Пасвана. В Калмыкии возводится храм в память о визите его святейшества Далай-ламы. Избрание Китая членом комиссии ООН по правам человека подрывает авторитет ООН, сказал президент Лобсан Сенге. В четверг на прошлой неделе, будучи почетным гостем на праздновании 89-й годовщины со дня рождения ушедшего от нас бывшего президента Индии доктора Абдула Калама, его святейшество Далай-лама выступил на тему «Коллективные действия во имя мира во всем мире». Его святейшество высоко оценил древнюю индийскую мудрость воспитания ума и сказал, что эта страна дала миру наибольшее число специалистов в области логики. Now, India generally, I always say, 1,000-year-old, about a 3,000-year-old India's tradition, ahimsa, karuna. You see, this wonderful, since you see this tradition, which based on ahimsa and karuna, meantime utilize logical approach. Международный фонд доктора Абдула Калама провел виртуальную встречу, в ходе которой молодые люди воспользовались возможностью узнать мнение и взгляды его святейшества. Его святейшество Далай-лама поздравил Всемирную продовольственную программу ООН с присуждением ей Нобелевской премии мира 2020 года. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme. Обращаясь к исполнительному директору Дэвиду Бизли, его святейшество сказал, что эта высокая награда является признанием жизненно важной роли организации в борьбе за ликвидацию голода во всем мире. Его святейшество Далай-лама и президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенге пожелали скорейшего выздоровления главному министру Химачала Джаю Раму Такуру, узнав о помещении его на карантин после положительного результата теста на COVID-19. Во время мероприятия, организованного Департаментом здравоохранения Центральной тибетской администрации, посвященного Всемирному дню психического здоровья, его святейшество Далай-лама напомнил всем, что забота о других равносильна воспитанию собственного душевного мира. Его святейшество также выразил признательность всем работникам системы здравоохранения за их самоотверженный труд в борьбе за скорейшее разрешение ситуации с коронавирусом. Президент доктор Лобсан Сенге призвал к целостному подходу в укреплении психического здоровья в тибетском сообществе. В среду Госдепартамент США объявил о назначении специального координатора по вопросам Тибета, первого в такой должности в администрации Трампа.
Роберт Дестро, являясь помощником секретаря Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений, одновременно будет работать в качестве специального координатора США по вопросам Тибета, заявил госсекретарь Майк Помпео. Today I'm also pleased to announce that Assistant Secretary Robert Destro, over here, good to see you, that Assistant Secretary Robert Destro of the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor will also serve simultaneously as the U.S. Special Coordinator for Tibetan issues. He will focus on advancing dialogue between the communist-run government in Beijing and the Dalai Lama, protecting the distinct religious, cultural, and linguistic identity of Tibetans, improving respect for their human rights, and much, much more. Роберт Дестро станет шестым специальным координатором США по вопросам Тибета. В среду на прошлой неделе господин Анри Малос, бывший президент Европейского социально-экономического комитета Евросоюза, организовал семинар, посвященный размышлениям его святейшества Далай-ламы о независимости и экологии, а также отметил восхищение его святейшеством деятельностью Европейского Союза. Основной докладчик, господин Чаши Пинцок, представитель его святейшества Далай-ламы в Брюсселе, в своем выступлении всесторонне проиллюстрировал мудрость и глубокие мысли его святейшества о единстве человечества и единой планете. В пятницу на прошлой неделе группа по защите интересов Тибета в Европейском парламенте провела вебинар, в ходе которого участники твердо решили поднять перед Европейским парламентом вопрос о принудительных трудовых лагерях в Китае. Мероприятие, почетным гостем которого был президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге, проходило под председательством депутата Европарламента Микула Шапекса, президента группы по защите интересов Тибета. На прошлой неделе президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге посетил ряд виртуальных встреч. На симпозиуме по вопросам прав человека в Китае, посвященном памяти Вацлава Гавела и организованном во вторник на этой неделе форумом 2000, доктор Сенгге выступил с критикой по поводу пренебрежения правами человека в Китае и отсутствия прозрачности в этой сфере, что стало причиной глобального кризиса. Now, what China is also doing, they are restructuring and influencing United Nations. Of the 15 agencies, they have key people. Of the 15 agencies, 4 or 5, the main boss, the secretary generals, are Chinese officials. In the remaining 10 or so, they are either under or assistant under secretary general, and so on and so forth. Already, they are in the United Nations agencies. Доктор Сенгге отметил, что Китай даже пытается реконструировать и влиять на ООН. В разговоре с Энтони Ховардом из Deutsche Welle о значении 70-й годовщины захвата территории Тибета Китаем, доктор Лобсан Сенгге сказал, что эта годовщина означает разрушение, незаконную оккупацию и насильственное порабощение тибетского народа. According to Chinese military archive, from the month of March of 1959 to October of 1960, 87,000 Tibetans were killed. And 98% of monasteries and nunneries were destroyed. 99% of monks and nuns were disrobed. So yes, it means for us, the anniversary means destruction, illegal occupation and violent takeover of the Tibet. Центральная тибетская администрация скорбит о кончине Рама Виласа Пасвана, союзного министра по делам потребителей, продовольствия и общественного питания и давнего сторонника Тибета, скончавшегося в четверг на прошлой неделе в возрасте 74 лет. Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге и спикер тибетского парламента в изгнании Пема Джунгны запомнили Рама Виласа Пасвана как одного из самых давних сторонников Тибета, который активно поддерживал и участвовал во многих мероприятиях, посвященных Тибету и тибетскому вопросу. Офис Тибета в России провел церемонию закладки первого камня на месте будущего строительства буддийского храма в поселке Кетченере в Республике Калмыкия в
в память о визите его святейшества Далай-ламы в 1992 году, во время которого его святейшество даровало учение и осветило место строительства будущего буддийского храма. Почетный представитель Тело Тулку Ринпоче передал в дар фотоальбом о визите Далай-ламы в Калмыкию и привез с собой сосуд с землей из всех святых буддийских мест для закладки фундамента будущего храма, а также особые предметы, подаренные его святейшеством Далай-ламой для закладки их в статуи. Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенге выразил свое глубокое разочарование в связи с избранием Китая членом Комиссии ООН по правам человека и заявил, что на фоне многочисленных свидетельств, вопиющих нарушений прав человека в Китае, Восточном Туркестане, Гонконге, Южной Монголии и других регионах Китая, это подрывает авторитет Совета ООН по правам человека. На этой неделе, во вторник, во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Китай избрали в Совет ООН по правам человека. Несмотря на вполне ожидаемые результаты, в ходе нынешних выборов наблюдалось падение поддержки Китая по сравнению с предыдущими выборами. Вместе с 4 местами и 5 претендентами из Азиатско-Тихоокеанского региона Китай занял 4-е место, набрав 139 голосов. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч!